Я говорю, что посмотреть даже когда ему только, то он дом этот не аварийный. Что нам делать? 100 лет. Представляете, все бежит под нашу. Я считаю, что это очень возмутительно, то, что наши власти пытаются повешать вину погорельцев на самих, на выборы, которые нужны только ему, выборы президента Якутии. То есть 423 миллиона они нашли, это практически получается 130 квартир стоимостью 3 миллиона, да, ну где-то так примерно, да. То есть на выборах они могут идти, утверждать, что они там хорошие и прочее, да, но помочь вам, всем погорельцам, они не хотят. Поэтому сегодня мы будем требовать в ваших же интересах, чтобы городские власти, республиканские власти обратили внимание на вас и ввели мораторий на застройку пепелищ, домов каменных, которые строятся путем практически на костях людей. Второе, мы будем требовать создания капитального каменного жилья для нужд погорельцев. Я думаю, это ненормально, когда погорельцы живут, попавшие в трудную жизненную ситуацию, да, живут, получается, прозябают, так сказать, в школах, там, в бараках разного рода. То есть пришло время, чтобы наши власти создали фонд капитального жилья, каменного именно, благоустроенного для нужд погорельцев. Для этого у властей, у Егора Афанасьевича Борисова, у мэра Александра Николаева есть все ресурсы, есть у них там средства от акций продажи Алроса, это порядка 7 миллиардов рублей. То есть то, что они говорят, что у них нет денег, это не есть, это просто, это, скажем, лукавство. Три задачи, да? Во-первых, нужно